вот, друзья, по поводу истории. После этой девочки, которая хорошо сдала, только был один случай, два случая, ну, который уже прошел, да, два. И тоже была девочка, 5 класс, казахский язык. Мы с ней занимались по 2 часа, 2 раза в неделю. Да, и она хорошо сдала. И я об этом писала в Инстаграме у себя. Но как бы очень большое нужно сейчас, то, что я поняла, терпение, просто терпение учителя, которые в школе, это одно, а то, что отдельно ты когда работаешь, кажется, вдвойне энергозатратно. Ну, справилась я. Вот. Второй, который наихудший сценарий, это когда были 2 мальчика, их родители разведены, и эти мальчики живут в разных домах. То есть иногда у бабушки, иногда у папы, у мамы. И из-за этого стресс, нету терпения. Плюс еще у всех сейчас нету терпения детей. Но у них вдвойне, и это еще мальчики. У них была продленка, то есть 1-4 класс, да? Потом и суперактивный, ребенок суперактивный, то, что я смотрела у психологов, когда он дома ничего не делает, то есть по чуть-чуть, да, хотя бы, ему всегда скучно, и он гиперактивный. А потом они были еще нервные, сильно нервные, потом ругались между собой сильно, могли подраться. И очень много мата, материли сильно. Это была работа в центре, учебном центре, и в один день, и спокойно провести урок, это было очень трудно, потому что все время смеются, матерятся, играются, такое. И один день учился другой учитель, который преподавал математику. Так они на него стали наезжать. Тот был в шоке, потом почему так дети так реагируют. Иногда, когда я повышала голос, он, наверное, думал, что я ненормальная. Но потом он понял, что за дети. Еще 2 случая у девочек, 2 класс и 3 класс. 3 класс это был русский язык, девочка. У нее учитель всегда унижал при всех ее, то, что у нее ничего не получится. У нее были проблемы с произношением. И даже если она выполняла, учитель ее занижал, унижал. А потом вторая, это 2 класс, мы с ней продленка занимались помощь по домашней работе. И учитель казахского языка, у них было 2 группы. И была женщина в возрасте, и она выгнала ее из класса из-за того, что она написала пример. Я
Ну, то, что они с подругой любят ходить туда пиццу в кафе. Потом подошла, как она рассказала, психолог. Но психолог почему-то не поговорила с учителем и не сделала все, чтобы вернуть ее в класс. Вместо этого они вместе с психологом сидели в коридоре. Я была в шоке. Поэтому много когда я слышу, что учителя на нервной почве так повышают свои полномочия. Но, конечно, я понимаю, что нелегко работать с детьми, но все равно чересчур унижать при всех, это даже родителям основа воспитания, да, поэтому так нельзя делать. Такие дела. Что еще? Очень часто я вижу, когда, если братья, мальчики, и когда взрослый маленького гасит, как будто он лишний, а тот плачет. Как будто место заслужит в семье, что ли, типа такого. Поэтому и родителям, конечно, нелегко. Совокупность всех, ну, все предусмотреть невозможно, за всем уследить, наверное, невозможно. Вот. Вообще сиренка подружки. Самый мой любимый ученик — это первоклассник. Имя не буду называть. Мы с ним делаем домашнюю работу. Больше на казахский язык, упор, конечно. И он говорит: а чего вы не смеетесь? Или там логично. Блин, может, хватит? И многие дети, я заметила, они любят работать самостоятельно, то есть читать самостоятельно, понять. Если они знают, они говорят: я знаю, и нельзя вмешиваться. Потому что если ты будешь вмешиваться, у них пропадет желание делать. Поэтому такие дела. Если наконец-то забралась. Что еще? Энергетика аура очень классная. И потом рада, что коннект получается. Мы работаем. И получается хороший результат, конечно. И я всегда не ставлю упор, чтобы прям было все супер, да. Но я стараюсь максимум себя вложить, свои знания, и у них получается хороший результат. Поэтому что еще? Еще когда они что-то говорят, хотят рассказать что-то, нужно слушать, иначе они обидятся, что ты не выслушал, и у них мысль улетучивается. Например, если я преподаю казахский, а ребенок разговаривает на русском, и нужно выслушать его на русском языке, потому что ему легче так выразиться. Вот поэтому такие дела.